эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Наблюдательный совет Алроса на заочном голосовании рассмотрел и признал целесообразным увеличение доли Алроса в уставном капитале Алроса-Нюрба до 97,5%. В настоящее время компания владеет свыше 87% акций Алроса-Нюрба. 10% принадлежат республиканскому АО «РИК Плюс». Еще 2,5% находятся в собственности миноритарных акционеров. Доля «РИК Плюс» в размере 10% включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии. В настоящее время Алроса ведет переговоры с руководством Республики Саха-Якутия о возможности приобретения 10% доли Алроса-Нюрба. Выкуп доли в предприятии для нас – логичный шаг на пути консолидации профильных добывающих активов на балансе Алроса, что положительно скажется на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Мы рассчитываем закрыть сделку в первом полугодии 2018 года, сказал генеральный директор Алроса Сергей Иванов. Отмечу, что группа нюрбинских месторождений, а это трубки Нюрбинская и Батуябинская, а также одноименные россыпи в 2017 году обеспечили 19% от общего объема добычи группы Алроса. Определить перспективные месторождения Якутии, которые могут быть использованы в развитии территорий в ближайшем будущем, а также усилить работу по месторождениям, по которым еще нет экономического эффекта, эти и другие задачи сегодня поставил премьер-министр Якутии Евгений Чекин перед новым министром промышленности и геологии республики Максимом Терещенко. Кроме этого, председатель правительства республики дал указание ведомству подключиться к доработке концепции по мамонтовой фауне, разработанной Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. Также министерству следует уделять большое внимание работе по привлечению как российских, так и зарубежных инвесторов и выстраиванию отношений с недропользователями, работающими на территории Якутии. Накануне руководитель региона Егор Борисов поставил задачи перед новым главой Министерством экономики Якутии. Напомню, исполняющим обязанности главы ведомства назначен генеральный директор Якутского хлебокомбината Денис Белозеров. Так, ключевой задачей является практическая реализация принятой в 2017 году стратегии развития Якутии до 2030 с горизонтом до 2050 года. Одним из основных ее направлений является цифровая экономика. Речь идет об образовании, здравоохранении, предоставлении государственных услуг, а также о развитии IT-индустрии в Якутии. Другое направление, на котором необходимо сосредоточить усилия новому руководителю, это поддержка местного производства и малого бизнеса, а также продвижение местной продукции за пределами республики. Реализация инвестиционной программы в части строительства объектов социальной инфраструктуры также требует корректировки. Современные школы, котельные, больницы должны быть востребованы и эффективно использоваться с учетом уровня развития и потребностей конкретных муниципальных образований. Среди озвученных задач Егор Борисов также отметил повышение качества экономических прогнозов, на которых основывается стратегическое и тактическое планирование, бюджетная и инвестиционная политика. Центр стратегических исследований Якутии разработает до конца года стратегию социально-экономического развития арктической зоны до 2030 года для 13 северных и арктических районов Якутии. В разрабатываемой стратегии предусматривается новый подход к пространственному развитию арктической зоны Якутии. На территории арктической зоны расположены 119 населенных пунктов, 19 из них не имеют постоянного населения, 15 из них численностью менее 100 человек. Аэропорт Якутск вошел в топ-10 аэропортов России по выручке от неавиационной деятельности. Об этом сказал генеральный директор аэропорта Николай Местников. По его словам, был внедрен план оптимизации по всем направлениям, в первую очередь по финансовым затратам. Стратегия заключалась в том, что руководство аэропорта стало вкладывать усилия к привлечению инвесторов и развитию неавиационных видов деятельности. Местников также отметил, что в связи с кризисом заполняемость самолетов в 2014-2015 годах достигала 30–40%. И крупные авиакомпании теряли прибыль и сократили количество полетов. Аэропорту Якутска удалось не только выстоять, но и реализовать все намеченные планы. Представители китайской компании Smart City Fund Limited Company приехали в Якутию, чтобы изучить возможность инвестирования в строительство гостиницы «Хилтон» в Якутске. Им предложили несколько вариантов развертки строительства. Участок, расположенный на перекрестке улиц Лермонтова и Петра Алексеева. Он расположен напротив торгового центра «Вавилон». Второй участок расположен по улице Кирова, дом 15, но не является привлекательным для инвесторов из-за малой площади застройки. Появляется проблема парковки.
Реальная зарплата в России за январь-февраль этого года выросла на 10,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Это связано с повышением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента. Такого роста за короткий промежуток времени за 2 месяца в России не наблюдалось последние 10 лет, сообщил он. Министр призвал регионы следить, чтобы соотношение доходов бюджетников к среднему доходу по региону не снижалось. Также он призвал ликвидировать долги по зарплатам. На 1 марта они составили 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Цены на бензин могут вырасти на 5,3% в этом году. Центробанк напомнил, что повышение акциза в этом году проходит в 2 этапа – с 1 января и с 1 июня. В целом за год розничная цена на автомобильный бензин вырастет на 2 рубля и 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо приведет к повышению за 1 литр дизельного топлива на 76 копеек. Китайский импорт нефти из России в феврале вырос на 18% в годовом выражении. Россия уже 12-й месяц подряд занимает 1-е место по объему поставок нефти в Китай, экспортировав в эту страну более 5 миллионов тонн черного золота. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.